Южную Якутию посетила делегация китайских инвесторов. Помимо прочего, гости обсудили с представителями властей Алданского района возможность создания территории опережающего развития в районе. Появится ли ТОР в Алдане, узнавала Татьяна Вахнина. О возможности создания в Южной Якутии территории опережающего развития шла речь между исполнительной властью Алданского района и китайскими инвесторами. Южную Якутию посетила делегация из КНР. Корпорация провинции Хэйлунцзян координирует взаимодействие китайских и российских предпринимателей на Дальнем Востоке. Задача совместного предприятия – обеспечить подготовку, отбор и подготовку инвестиционных проектов для китайских инвесторов. Члены китайской делегации пояснили, что цель визита заключается в изучении потенциальных возможностей Алданского района для сотрудничества в будущем. Гости из Поднебесной ознакомились с работой компании «Железные дороги Якутии», а также посетили ряд промышленных объектов. Отдельным узлом мы рассматриваем Томодский узел. Там, как я уже говорил, и лесопереработка. Там же в этом районе есть месторождение вермикулита, базальта, графита. И возможно, что там будет создана некая индустриальная зона. Поставка запчастей к тепловозам, лесоперерабатывающая промышленность, производство биодобавок, добыча полезных ископаемых – ряд проектов инвесторам видится интересным. Между тем, делегаты не могли не отметить, что промышленная база в Якутии изношена. Смысле мы будем выбрать и посмотреть, какие возможности можно здесь в будущем работать. Но насколько мы поняли, что здесь это старая промышленная база Саха-Якутии. В марте алданская делегация планирует ответный визит в провинцию Хэйлунцзян, чтобы обсудить с инвесторами их требования к сотрудничеству. Вскоре будут определены конкретные российско-китайские проекты к реализации на территории Южной Якутии. Татьяна Вахнина, Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК «Саха», Алдан.